6, 7 и 8 сентября в Республике Башкортостан проходят выборы главы региона и депутатов в местные советы. Давайте обсудим это в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Лида Исаргакова, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан в 2024 году. Лида Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, самая горячая пора, да, это очень насыщенная осень на выборы. Будут они длиться 3 дня. Какова готовность? Все ли готово, все ли в порядке? Надо сказать, что общественный штаб работу наш не прекращал, поскольку цикл избирательный очень длинный оказался для республики. Это осень прошлого года, весна текущего года, осень сейчас нынешняя. Поэтому штаб продолжает работу. И самое главное, что уже летом мы обучили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Учитывая, что в республике очень большое количество самих избирателей, почти 3 миллиона, огромное количество избирательных участков, 3261. И наша задача подготовить на каждый избирательный участок в республике определенное количество наблюдателей. С этой задачей мы справились, и очень важно, что наши коллеги, это общественные палаты в муниципальных образованиях, они умеют сохранять этот пул наблюдателей. И сегодня можно говорить, что на избирательные участки 6, 7, 8 числа будут работать уже профессиональные наблюдатели, у которых есть опыт этого наблюдения и федеральных выборов, как это было весной текущего года, и регионального уровня, те выборы, которые прошли осенью прошлого года, они уже знают, что нужно делать на избирательных участках и тому подобное. Более того, зная свои полномочия, зная, какая может быть ситуация, мы сегодня можем говорить, что действительно жалоб и обращений становится все меньше. Появляется другая проблема провокации. Поэтому в этом году программа была усилена на медиативной технологии в избирательном процессе. Как вести себя любому участнику избирательного процесса в какой-то конфликтной ситуации, либо вдруг, если провокаторы появятся и тому подобное. Поэтому наши наблюдатели готовы еще на более высокий уровень поднялись в своей профессиональной готовности. Поэтому не сомневаемся, что с поставленной задачей на предстоящие 3 дня мы справимся. И более того, уже наблюдатели-блогеры начинают свою работу. Они сегодня мониторят готовности УИКов к предстоящим дням голосования, насколько комфортно, удобно будет нашим избирателям на этих участках, чисто ли везде и тому подобное. Поэтому территория, которая относится к этому избирательному участку. Поэтому наши наблюдатели уже начали свою работу. И в течение 3 дней по очереди они будут выходить на участки. Также у них есть право выезжать на надомное голосование, там есть определенная специфика, и там они тоже поработают. И самое главное, что наблюдатели-блогеры с каждого участка будут делиться реальной картиной происходящего через социальные сети, через средства массовой информации. Они будут общаться с нами, со штабом, что там происходит. И получается, что общественная палата и общественный штаб будет владеть ситуацией по всей республике. Как ЦИК владеет информацией, необходимой для него, так и мы будем владеть информацией, которая важна для нас. Все ли на участках открыто, прозрачно, законно и гласно. Более того, будет работать пресс-центр. Практика показала, что этот инструмент очень эффективно, он дает реальную картину для наших избирателей по всей республике, что происходит, и наши наблюдатели будут выходить в прямой эфир и показывать: вот я на таком-то участке, вот посмотрите, все хорошо, активность высокая, люди идут, гимны звучали, настроение у избирателей приподнятое, а если есть какие-то проблемы, конечно, мы будем о проблемах тоже знать, поэтому нам очень удобно и взаимодействие выстроено, и они понимают, что в случае какой-то непонятной для них ситуации у них есть штаб, куда можно позвонить и получить алгоритм действий в той или иной ситуации. В штабе эксперты, политологи, юристы, то есть те люди, которые являются специалистами в области избирательного права. Есть колл-центр, куда могут обратиться жители республики, обращаются, тоже эффективный инструмент, он востребован, обращаются с разными вопросами, с пожеланиями, с рекомендациями, и здесь мы можем говорить, что жители наши неравнодушны, и если даже где-то увидели что-то, как им показалось, возможно, это нарушение какое-то для них, да, а возможно, наоборот, и позитивными явлениями тоже люди делятся, поэтому этот инструмент тоже работает. Есть мобильные группы, это действительно специалисты с большим опытом работы, которые готовы выехать на любой участок в республике. Мы понимаем, что доехать сегодня сиюминутно до, возможно, какой-то ситуации в Кайбулинский район мы не сможем очень быстро, да, а там у нас есть свои
мобильные группы, которые тоже готовы выехать на конкретный участок и оценить там обстановку, а уже по телефону получить инструкции наших уже специалистов в штабе. Поэтому все инструменты, вся инфраструктура на сегодня у нас была еще раз проверена, все работает, люди готовы. Было достаточно задать один вопрос, как вы все тут же рассказали, стало быть, наблюдатели очень тщательно готовились к этим выборам, проходили курсы. Курсы проходили, это самое главное. Мы выехали в каждое муниципальное образование, это 69 площадок, профессиональные лекторы, которые сами сначала прошли обучение. Это обучение уже некоторые проходят трижды, но у каждых выборов есть своя специфика. Где-то это были федеральный уровень выборов, где-то региональный уровень выборов, да, что-то меняется в законодательстве. Поэтому прошли обучение, прошли тестирование по итогам, потом прошли контрольное тестирование уже у наших коллег, у москвичей. Независимый общественный мониторинг оценил готовность наших наблюдателей, поэтому работа идет серьезно, тренировочные упражнения мы уже с ними отработали, как что будет работать, чтобы мы все проверили заранее, а не в день голосования. Поэтому все, кто задействован в работе штаба общественного, они готовы. 13 тысяч наблюдателей, из них 30% это наблюдатели-блогеры, мобильные группы, эксперты, члены штаба. Есть еще группа по работе с порталом НОМ, куда наши наблюдатели направляют информацию регулярно, то есть это не раз там в сутки отправил, да, а регулярно отправляют информацию. И кому интересно, на портале НОМ можно посмотреть, какие сообщения поступают из Республики Башкортостан. Лидия Сагитовна, а вот люди, которые приходят на участки, я говорю сейчас об избирателях, если есть какой-то вопрос, они могут к наблюдателям, допустим, обратиться, да, выяснить что-то? Да, наблюдатели, конечно, могут помочь, если есть какие-то вопросы, к ним обращаются. Если наблюдатель вдруг ответить не может, еще раз, у них есть телефон нашего штаба, куда они могут нашим экспертам позвонить, проконсультироваться и дать ответ избирателю, если ответ срочный. Если не срочно, забрать контакты и еще раз ответить. Поэтому у них есть такое право. Ну вот и нынешнее голосование будет длиться 3 дня, наверняка уже анализировали. Как считаете, вот что показывает исследование, комфортно ли, удобно ли это для избирателей? Да, поскольку у нас на территории республики каждые полгода проходят выборы, безусловно, выезжая на участки, общаясь с самими избирателями, проводя опросы на сайте Общественной палаты, мы понимаем, что эта формат очень востребованный, потому что он очень удобный. И наши мониторинги показывают, что очень высокая явка в пятницу бывает, да, самые активные граждане с первого дня идут голосовать, кто-то до работы, кто-то во время обеда, кому-то удобно сбегать. А в воскресенье голосует уже наше старшее поколение, так как традиционно привыкли ходить на избирательные участки именно в воскресенье. На это мы даже обратили внимание очень серьезно, когда приехали на весенние выборы. У нас иностранная делегация из разных стран, по-моему, 11 стран было, и у них действительно не оставалось вопросов, когда в Центре общественного наблюдения, вот в принципе вот такой же формат, куда стекалась информация, видео со всех УИКов, да, и в пятницу самые первые, куда они пришли к нам, Центр общественного наблюдения, и ничего не нужно было объяснять, достаточно было показать, какой муравейник был на экране. Люди шли, образовывались даже очереди, и вот здесь вот по явке вопросов не было. Они появились у нас и в воскресенье, там тоже было видно, что люди идут голосовать, и там было видно старшее поколение. Поэтому очень удобно для всех. Студенты, рабочие, население в рабочие дни больше голосуют, да, а люди старшего поколения привыкли голосовать в воскресенье. Но учитывая, что это еще и период садов, люди могут уехать и вернуться как бы к концу выходного дня, и в принципе вот всем комфортно, всем удобно. Единственная, конечно, большая нагрузка для членов участковых избирательных комиссий, но это их работа. Вот избирателям мы считаем комфортно, это не только мы считаем, а это наши опросы, мониторинги говорят об этом, что это очень удобно. Могу сказать, что явка будет достаточно, люди готовы голосовать, люди понимают, что мы определяем вектор развития республики на ближайшие 5 лет. Очень многим не все равно, кто будет рулить республикой. Поэтому люди придут, я думаю, что активность будет высокая, а провокаций мы не боимся, поскольку наши наблюдатели готовы и знают, как себя вести. И, наверное, благодаря вот этой слаженной работе, те провокации, которые очень часто встречались в других субъектах, да, Российской Федерации, ну, та же самая пресловутая зеленка, да, а у нас-то сумели предотвратить эти нарушения возможные, то есть у нас не зафиксированы нарушения. Это значит, что все участники избирательного процесса заинтересованы в том, чтобы все было открыто, законно, прозрачно и гласно, и чтобы никто
в силу разных причин, да, там, если выяснять причину, то их очень много, чтобы никто не смел пользоваться какими-то технологиями в силу каких-то там своих нужд и так далее. Поэтому наблюдатели готовы. Я думаю, со всеми вызовами мы справимся, поскольку опыт уже определенно есть. И самое главное, в пуле есть эксперты, специалисты высокого уровня, которые всегда подскажут, как нужно сделать все правильно, грамотно. Самое главное, чтобы все было в рамках закона. И ничьи права и избирателей, и других участников процесса, безусловно, не ущемлялись. Лидия Сагитовна, спасибо огромное, что пришли к нам в студию, рассказали о том, как в республике начинается процесс голосования, и мы надеемся, что все пройдет действительно, как вы говорите, на высоком профессиональном уровне для удобства наших избирателей. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.